Жития святых светителя Димитрия Ростовского. Месеца февруария в 7-11 ден. This LibriVox recording is in the public domain. Страдания святаго великомученика Теодора Тирона. Максимиян и Максимин, нечестивые цари, послаше повеление своя во всю свою область, да все языци, приемшие закон християнский, а ще вкусят от жертв идолских, свободни будут от казни. А иже прекословити начнут, ти да предаеми будут суду. В то время святой Теодор Тирон на восточной стране воинствовал со многими своинственники своими, приведен быст в полк Мармарицкий, под препозитом Вринка нарицаемо им боевый, полк же той бяше тогда в граде Понтийстем, именем Амасия. Приведен же бой в полк той Теодор святый, принуждаше се от неверник да принесет жертву идолум. Истинный же Христов воин Теодор, верен сей Богу, изпълни все Духа Свята, го рече посреде полка: Аз я съм християнин, и повелено ми есть не приносите жертви Богом прелюбодейним, имам бо Иисуса Христа, истинного Бога и Царя на небеси. Вринка препозит глагола: Послушай ме, Теодоре, и приеми все твое оружие, и воинствуя приди пожрети Богом. Светей Теодор отвеща глаголя: Аз воинствую моему Царю Христу, проче же не могу иному воинствовати. Глагола Вринка препозит: И сии все таму сущие християне сути воинствуют царем римским. Отвеща святей глаголя: Киж довест, кому воинствует, аз же воинствую моему владыце и Царю Небесному Богу, единородному Его Сыну. Поседоний сотник предстоя и рече: И сына ли имат Бог твой, о Теодоре? Отвещав же святей Теодор рече: Имать воистину сына, слово истинной, им же сотвори вся. Рече же ему препозит: Можем ли его познати? Глагола святей Теодор: Хотел бы я, чтобы и вам Бог дал таковое разумение, да бы его познали. Глагола ему Поседоний: Я ще его познаем, то можем ли оставить и царей наших и к нему приступить? Глагола святей Теодор: Ничто же возбраняет вам оставить и тьму, и маловременные земные цари, приступите же к Богу живу, Царю и Владыце вечному, и воинствовать Ему, яко же и аз. Вринка препозит глагола к сотнику: Оставиме го, Теодора, до неколико дней, да размислив изберет себе полезно е. Приим же Теодор святей данное себе время, моляше се непрестанно и хваляше Господа, ярости уже да ишаху нечестиви на иных неких от граждан, их же яше и в темницу за Христа ведоша. Святей же Теодор вслед их идей, взеваше поучая их пути спасителному и терпению, да не отвергут се Христа Царя. Затворенним же тем в темнице бывшим, святей Теодор обрете время удобно и заже нощью капище Матери Богов. Виден же бой с некими от града и оклеветан. Кронит же градоначальнику, бояся се го, яд Теодора, и кой гемону Публию приведе его глаголя: Господине мой, сей человек пагубний, новоизбранный Тирон, зле пришеди во град наш, сожже храм Матери Богов наших, и обезчести Боги. Я то убой го приведох к Твоему Величеству, да по божественному владык вселенния повелению царскому достойную примет казн за дерзнутое дело. И гемон же, призвав препозита Вринку, рече ему: Ты ли дали си власт цему служащи храм Матери Богов наших? Он же отвеща глаголя: Аз часто увещавах его, давши ему время да размысли в пожрет Богом, а ще же он сие сотвори, то всячески уничижи Боги и царское повеление презре. Тъй же сущи судия твори, еже цари повелеша. Тогда и гемон сече на судищи, представи блаженного Теодора и рече ему: Почто егда подобаше принести жертву и кадило богини, тъй принесел и сией огън? Глагола святей Теодор: Еже сотворих, не отрицаюся, возжгох дрова да опалице камень. Ест бо такова ваша богиня и тоя сила, яко огън я прикасает се и опаляет. Разгневав се же судья повелее го бити, глаголющи сице: Кротка е моя беседа сотворите дерзостна, не отвещавай ми много и словеса, ждут бутя лютейшие муки, да царским повинеше се повелением. Глагола святей Теодор: Ни тебе, ни мук твоих боюся, а ще сути вельми лютая, проче же твори еже хощеше, ибо чаяние грядущих благ, еже суть у Бога моего, увещавает меня да дерзаю надежды ради отложения ми,
и венцаради соплетаема го ми от Бога. Глагола судия. Богом пожири Теодоре и свободи се от ожидающих те мук. Зле бой горце имаше умрети. Глагола светей Теодор. Муки тобою наносимые несут ми муки. Господь бо мой царь Иисус Христос есть пред лицем моим, от мук твоих избавляя мя. Его же ты не видишь, понеже не зришь умными очи. Исполнився же ярости судия, яки лев возречав, повелее го воврещи в темницу, и двери запечатлети, и оставите его таму да умрет гладом. Ввержен же в темницу блажений Теодор, питаше се от Святаго Духа, и в нощи той яви се ему Господь и рече: Дерзай, Теодоре, аз боя съм с тобою. Не приемли обо пищи или пития земнаго, будет бо тебе животини и не гибнущи и вечни со мною на небеси. Сия рекши, Господ отиде от него, а светей Теодор нача пети и веселити се. Послушаше же его великое множество святых ангелов. Стражи же темнични, услышавши сладкое песнопение, воссташите кошек дверям темничним, и видевши двери затворени и печат целу, возреше оконцем и видеше народ много белорисцев, поющих вкупе со святым Теодором. И обоявши се возвестише Публию и Гемону. Он же восстав пойде с отчитанием к дверям темничним и видев двери заключенные, и уже железно вкупе и печат целу, слышав же и глаз внутрь со святым Теодором поющих, повеле вооруженным войном обступить окрест темницу мнящи, яко неци християни суд со Теодором, и všed внутрь никого же обрете, токму слугу Христова Теодора связана в кладе. И нападений Гемона страх и трепет, и на всех с ним бывших, изшедше же из темницы затворише двери паки и отидоша. И повеле судья давать ему по вся дни унгию, малу частицу хлеба и воды. Великий же и верный мученик Христов, як уже писано есть, праведный от веры жив будет, никак уже от них восходе прияти хлеб или воду, глаголя им. Мене питает Господь мой и Царь Иисус Христос. Бывши же утру, повеле судья извести его на судище и представши ему рече: послушай ме без муки казни и пожири Богом великим, да скоро напишу о тебе ко владыкам вселения, и будеш великий жрец богов, и примеш и не меншие почести, и на сем же престоле на нем же и мы пребудеш с нами вкупе. Святей же Теодор воззрев на небо и знаменем крестным знамена все, глаголът мучителю. Аз ще и огнем плоть мою сожжешь и различными разтерзаешь муками, мечами сечешь и зверем на снед вдаси, обаче до не леже дух мой во мне есть, не отвергу се имени Христа моего. Мучител же советував с препозитум, повеле света го повесити на древе и ноктми железними строгати тело его. И до толь стружимо и бе мученик, даже кости его наги бяху. А блаженный Теодор ничтоже отвещаваше Гемону, но пояше глаголя: благословлю Господа на всякое время, войну хвала его в устах моих. Удивився же мучитель толикому терпению и мужеству блаженного Теодора, рече ему: не стыдишься ли, о окаяннейший паче всех человек, уповати на человека глаголемого Христа, и же убиен бысть нужною смертью, его ради ты толь нерассудно вдаешься на муки и казни. Святый же Христов мученик Теодор рече: бесчестие сие да будет мне и всем призывающим имя Господа моего Иисуса Христа. Возопивши же народу, да возьмется уже от среды Теодор, вопроси Гемон Теодора через проповедника глаголя: хочешь ли Богом принести жертву, или более мучен быть от мене? Отвещавая святый мученик Теодор, дерзновенно глагола к мучителю: нечестиве и всякие скверные, исполненные лести, сыны дьяволов, не боишься ли Бога, давшего тебе толикую власть и могутство? Тем бо цари царствуют, и властители держат землю. Принуждаешь ими оставить Бога живаго и поклонитесь каменю бездушному. Судья же долго мысли в паке глагола святому Теодору: что хочешь, с нами ли быть или со Христом твоим? Святей же отвеща радостью велиею: со Христом моим бех и есм и буду, проче же твория же хочешь. Видя же и Гемон, яко ничтожи могут мучительства противу Теодорово терпения, издаде на него ответ смертний, глаголя: Теодора, не повинувшего се власти славных царей и великих богов, веровавшего же Иисусу Христу,
разпятому бывшу при Понтийском Пилате, як уже иудеи повествуют, огню предать и повелеваю. Таковому ответу от судии издано бывшу, скорее словес исполняемо бе повеленное дело, ибо абие слуги от близ бывших домов и бани множество дров собравшие, ведоша блаженного Теодора на место смертное. Егда святые знамение крестное сотвори на челе своем и на всем теле, огонь велик окресте го возжен бысть, и прийде Дух Святый, и прохлади мученика. И так у Теодор Святый, хваля и славословие Бога, в мире предаде Дух свой Господу. И видехом, глаголит очевидний писатель, честную и святую его душу, аки молнию вземшуюся на небеса. Жена женекая, именем Евсевия, благочестно и добродетельно живущая, проси телу святаго славного мученика Теодора, еже приемши помаза благоволными мирой и в плащаницу чисто обвивши, положи во гробе в дому своем в ограде Евхаидстем, иже под митрополиею Амасийскую, и по вся лета совершаше честную его и святую память. Скончаси же святый мученик Христов Теодор месяца февруария в 17 день, обладающу Максимиану мучителю, в нас же царствующу Господу нашему Иисусу Христу, ему же слава и держава с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О чудеси святаго великомученика Теодора Тирона. По царе Константии, великого Константина сыне Юлиана отступнику скипетри царства приемшу и от Христа во идолослужение приложившуся, гонение на християн и воздвижеся превелие, не точно яве, но и в тайне. Стыдяше се бо злочестиві яви всех мучити сурово и безчеловечно, вкупе и бояше се да не прилагаются к християнам множиши от идолопоклонников, смотрящих на мужественное страдальцев Христових терпение. Умысли скверни и льстиво и сокровенно оскверните людей Христових. Веде же, яко християне в первую святаго великого поста седмицу наипаче очищаются и внимают Богу, призва градского епарха в Константинополии и повеле снеди обычно на торжищах продаемые собрати и отнести я от среды. Другие же снеди хлеба и питья, я же прежде тайно с кровью от жертв идольских нечестивей смесиша и оскверниша, предложите на продаяние, якуда християне во святый пост купующи та, оскверняться идоложертвенными. Аби обой парх нечестивого царя беззаконного повеления произведе в дело и предложи по всем торжищам брашные питья, кровью жертв идольских оскверненные. Всевидящее же око Божие, запинающее премудрие в коварстве их, у своих жеребех промышляющее, разруши тайное и льстивое преступниково коварство. Ко градскому архиерею посла, прежде многих лет пострадавшего и на небеси уже торжествующего страстотерпца своего святаго великого Теодора, от Тиронского бывшего в воинстве чина, Тирона именуемого, и же яве, а не во сне к архиерею пришед, сице ему рече. Скоро в устав, Христово собери стадо, и заповещ им твердо, да никто же купит что от предложенных на торжище брашени питий, кровми бы от жертв идолских вся осквернена суть по повелению царя нечестивого. Сумнящо се же архиерею и вопрошающу, како бы и удобно было убогим и недостаток в дому имущим не покупати на торжище предложенных. Глагола ему святый. Яко да я коливо, утешит недостаток их. Недоумевающу же ему и неразумевающу, что есть коливо, глагола великий Теодор. Пшеница вареная с медом, коливо есть. Сице моего евхаитых, глагола тюбой кохом. Вопроси же архиерей явлешего се ему, кто есть сице о христоименитых людях промышляй, глагола святый. Аз я сам Христов мученик Теодор, послан от него вам ныне помощник, то рекши не видим бысть. Архиерей же абья восстав, собрав все множество христианское, и возвести, еже види и слыша, и судея в коливо соблюде Христово стаду невредимо от коварства вражия. Беззаконие же царь видя, яко тайное эголовителство бысть обличено и ничтоже успевшее, вельми постыдеся, и повеле паки обычным на торжище предложите се брашном. А Христовые люди, совершившиеся первую великопостную седмицы, в первую субботу святому великомученику Теодору коливами сотворише память, благодаряще Бога и раба его святаго почитающие.
И от то ли даже до нейни правоверни по вселенной, в первую великого субботу память чудесету, когда бывшего коливами обновляют и почитают Христова страстотерпца, да не забвен будет толики милосердие Божие у християних промисъл и святаго великомученика Теодора помощ. В той же ден память святея Мариамной, сестры святаго апостола Филипа. Зри у ней в страдании брата Ия, ноемврия 4 гонадесет. И обретение мъщей святаго мученика Мини Каликелада. Зри о том в прологе. Конец житий святих месеца февруария в 7-11 ден.